ветеринарное удостоверение, да не хата да речь кяга пулс хатил. Они ажерия сагу отравите да они хайн подтверждение хуха сайт юх волос получили качественные сага ханду да. Справка о лабораторной экспертизе – главный документ, который должен быть у всех продавцов. Правда, об этом Магомед Муцольгов не в курсе. Арбузы и дыни привозят из Хасавюрта. В безопасности уверен, по крайней мере, пока никто из покупателей не жаловался. А где вы их приобрели? В Хасавюрте. Привозят нами Хасавюрта. Я здесь вот на месте закупаюсь и, как видите, распространяю. А документов нет сопроводителей? К сожалению, на данный момент не имеются, но на будущее я буду знать, чтобы они мне, короче говоря, привозили сами с документами. Дали андали. Но даже имея все сертификаты, бахчевые культуры запрещено реализовывать вдоль дорог. Они впитывают в себя тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей. Здесь они поставили эту машину у своего магазина, то есть здесь это как бы место отведенное, да, для торговли. Конечно же, мы им дали рекомендации немножко отодвинуть ее от обочины, эту машину хотя бы на 5 метров. Чтобы она вот стояла не вплоть близко к обочине, а хотя бы соблюдалась хотя бы 5-10 метров. Конечно же, эти рекомендации мы им дадим, и по результатам всего анализа мы будем проводить эти мероприятия и будем в дальнейшем принимать меры. Роспотребнадзор советует покупателям приобретать летние ягоды в местах, разрешенных для продажи, к примеру, на крытом рынке в Назрани, еще одной точке проверки. Тут нарушений меньше. Арбузы и дыни выставлены на картонах и накрыты зонтами, которые защищают их от прямого попадания солнечных лучей. Правда, сопроводительных документов не оказалось ни у одного из продавцов. Нормально, или хамяхат нормально, эти уже штраф, то уже конфисковывают, ты же бог хабиб будет. Мегди, это проверка, юр, фит, хамяхат, хамяхат, в любом случае, да, В рейде участвуют и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. На каждой точке отбирают ягоды на проведение лабораторных исследований. Норма нитратов и пестицидов в каждом килограмме этих ягод не должна составлять больше 60 мг. Их переизбыток может оказать токсическое воздействие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую, нервную системы. О том, что бахчевые ягоды нужно проверять в лаборатории, здесь никто и не знает. Как и о необходимости иметь при себе сертификат, разрешающий продавать товар. Мы видим отсутствие товаросопроводительных документов, да? То есть она торговля санкционирована, согласована, но на продукцию у них товарная сопроводительная документация отсутствует. Часть продукции мы изъяли на анализ, другую часть мы обязали к нам прийти со своей продукцией, сделать анализ и получить лабораторное подтверждение качества своей продукции. Если такого решения они не сделают, да, эту работу, если они не проведут, уже нами будет решение уже запретить им торговать этой продукцией и арестовывать эту продукцию. Уладить вопрос с документами обещают в ближайшее время, а Роспотребнадзор напоминает, предприниматель при желании может обратиться в лабораторию и проверить товар на содержание нитратов, а покупатель, в свою очередь, вправе потребовать документы, подтверждающие качество продукции. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.